Маш Дуал, Сахам Сырнокос. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лила, и вы на канале Как-то так у Лилы. Так, мои дорогие, не знаю, но, по-моему, я очень много раз показывала, как я делала, если не много раз, но хотя бы несколько раз, как я делала печеночный тортик и печеночные оладики. Ну, давайте еще раз я сейчас сделаю, тоже покажу вам. Просто подключилась. Аечка, чуть-чуть потише сделай. Вот так, у меня дети со вчерашнего дня, но, правда, мама их уже с нами. Она там у меня убирается. Сегодня, скорее всего, у меня будут гости. Точно еще не знаю, но мне будут, наверное. И хочу сделать значит, печеночные тортики. Один тортик у меня на заказ идет, печеночный. Попросили меня все-таки сделать. Иногда я Тензиле не могу отказать. И хочу сделать бризоли, посмотреть, сделать. Как-то немножко разнообразить, да? Поэтому в описании обязательно оставлю что да как. А сейчас вот просто без подготовки делаю и потихонечку вам покажу. Так, у меня там... Я перебила их блендером. Вот, добавили 3 яйца, 200 мл молока. Аечка, помоги ему, Хатвал. Ой, так, мама, человек. Абдулмалик, человек. Ой, маме, сегай гось. Так, Мадина там мне убирается, Мухаммед с ней, а тут Аишка и Абдулмалик, да? Да, мама, человек. Хаерзал? Ага, улеглась. Вот они. Хаерзал? Привет! Абдулмалик, привет, а? Привет, а? Ну все, у меня времени мало. Во-первых, надо и... Ну, дело в том, что я, как сказала, готовую еду я не беру на заказ, но заморозки я все-таки делаю. Нет. Тут с этим заказом 3 килограмма голубцов и 2 килограмма мант. Ну и попросила она один печеночный тортик сделать. Так, что мы добавили? Мы добавили яйцо, мы добавили молоко, лук. Теперь мы сюда добавим соль и перец. Значит, чайная ложка соли у нас будет. Так. Чесночный перец я добавлю. Потому что с печеночкой хорошо сочетается чесночный перец. Так, добавим немножко соды на кончике ложки. Вот так, соды. Так, куркуму немного. Только мне ее сейчас нужно найти. Просто мне подготавливаться было некогда. Ну, я не собиралась снимать, мои хорошие, но решила все-таки сниму для вас. Так. Ну, куркумы тоже много не надо. Вот так вот, немножко. Так, что еще? Что еще надо было? Растительное масло еще надо добавить. Так. 3 ложки. Раз, два, 3. Так. И 3 ложки муки. Абдулмалик. Фотчик. Человек. Ай, мы чё, человек, мы чё? Ой, так. Выйдешь волать. Ай, выйдешь вам, Абдулмалик, выйдешь вам. Человек, выйдешь вам. Так. Небольшое отступление. И все. Про зажарку уже я сказала. Вот. Так, девочки, у меня тесто было немножко густым. Я его чуть-чуть молочком еще разбавила. Смотрите по своему тесту. Если оно у вас очень густое, то можно добавить молочка.
Так, точно так же, как и из куриной печени, можно сделать то же самое и из говяжьей печени. Так. Даже сейчас, мне кажется, немножко густовато тесто, но ничего. Так вот. Это еще не согрелось. Погода сегодня шикарная. Я даже не смотрела, какая интересно будет погода на празднике. Сейчас переверну один в картину. Он еще не готов. Немножко спешу, потому что хочется приготовить разное. Что-то поставила я варить сушеное мясо. У меня было у нас как бы деликатес сушеное мясо, да? Вот так вот. Поставила варить сушеное мясо. Вот не знаю, что придумать, что приготовить именно. Много готовить тоже не хочется, потому что остается все. Так. Сейчас. Вот так вот. Можно и размазывать, но если бы еще жиже было бы вообще здорово. Ой-ой-ой. Масло прям на плиту я. Вот что значит. Я посмотрела в камеру и не заметила, что переливаю масло на плиту. А у меня там и этого нет. Фольги сегодня нет. Я как убрала новую, не постелила. Вот. Смотрела не на блин, а смотрела в камеру. Все. Теперь посмотрим. Чуть-чуть пусть полежит. Тоже готов. Так. Что-то я уже не очень доверяю своим сковородкам. Видимо, они у меня отработали уже свое. Иногда прилипают. Заказала я себе печень тоже. Дешевая печень куриная. У нас за 80 рублей килограмм, сказали. Мне привезут печенку отдельно. Здорово. Так, ну что, вот наши блины. Сейчас соберем. Сначала тортик соберу. Для бризоли у меня еще не готово ничего. Значит, здесь у меня морковка. Одна такая хорошая большая морковка. Два средних лучка. 3 зубчика чеснока. Теперь добавим майонез. Конечно, если хотите, и домашний. И да, вы знаете, друзья, я сейчас вам объясню, почему я снимаю ролики именно с мясными блюдами. Тут мне сегодня написали комментарий, что лучше бы вы держали пост и не показывали бы мясо. Ну, пост держать я не могу, я держу уразу, потому что я мусульманка, я не православная. Православные держат пост. Я приношу извинения, если им мешает то, что я показываю мясные блюда. Но дело в том, что не все держат пост, во-первых. Во-вторых, мне наши девочки просили очень показать какие-то блюда, которые бы могли им, ну, они могли бы приготовить на наш праздник. Поэтому я как-то стараюсь, осталось им мало времени, стараюсь снимать для них. Вдруг кому-то из них, не вдруг кому-то, а были, что и хотели они, вот именно люля просили по-киевски котлеты. Много, я в очень многих группах WhatsApp сижу, там многие даже девочки и печеночные торты, не лично меня просят, спрашивают, но и вообще в группу спрашивают, как приготовить. Поэтому я просто даже стараюсь для них, чтобы к празднику они, может быть, что-то бы себе взяли от этого. Сейчас быстро соберем.
Времени у меня не очень много, но и снимать хочется. Так, и я сегодня прочитала... Так, ну что, мои дорогие, тортик собрали, как видите. Я это сделала на ускорении. Сейчас последние штрихи. И мы его отправим. Тортик 3 килограмма голубцов и 2 килограмма мант с этим заказом. Я, конечно, не очень-то умею украшать красиво, но постараемся что-то придумать. Немножко нахимичила. Ну что такое? Так, мне нужно, наверное, выравниватель какой-то для кондитера. Да, я в кондитерке, конечно. И в оформлении хромаю. Так, ну что? Дальше фисташками вот так вот. Закроем то, что у нас некрасиво получилось.
Вроде бы нормально получилось, да? Пойдет. Пойдет, загоняй, как говорится. Так, ну все, теперь переложим. И теперь соберем бризоли. Ну вот, а теперь соберем, значит. Я нарезала соломкой огурцы, нашинковала яйцо, добавила 4 зубчика чеснока и добавила майонез и зелень укропа. Все это тщательно нужно перемешать. И это у нас вот такая вот будет намазка на наши бризоли. Так, ну что, теперь попробуем посмотреть, что у нас получилось в разрезе. Так, нужно охладить. Это однозначно. Потому что если сейчас нарезать, то, как видите, некрасивый получается разрез. Значит, нам нужно его положить в холодильник, чтобы это все схватилось. Вот так вот. Ну, пускай пока остынет. Так, и девочки, видите, когда уже остывает, вот в холодильнике постояла, она прекрасно вот так вот нарезается. А то когда было еще только я залепила, вот посмотрите, какая красота. И очень вкусно. Свежий огурчик, яйцо, майонез. Очень вкусно. Вот такие вот бризоли. Друзья, у меня почти все готово к приходу гостей. Так быстро, спонтанно. Много украшать, делать цветочки, что-то мне просто некогда. Бризоли, как вы видите, можно как вариант делать и бризоли из печени. Ну вот как-то так. Ну вот, девочки, вот такой вот я стол накрыла. Снимал Ибрагим, сразу говорю, не я. Здесь у меня, значит, идет
бризоли, как вы видели, салат вот такой вот греческий, салат нежный я приготовила. Приготовила голубцы тефтели. Это у нас мясо сушеное и обычное мясо говядина с картошкой и с галушками. Тут у меня курица по-арабски, здесь у меня шарлотки мясные, свекольный салатик у меня тут. Ну и вот, что это я сказала, греческий салат, куриные люля, куриный шашлычок я еще приготовила. Ну вот как-то так. Махдал Куаблдолт, чтобы Всевышний принял нашу уразу, наши посты, чтобы все у нас было хорошо. Так, мои дорогие, подключусь к вам снова. Это новый день, это уже утро второго дня, потому что вчера я действительно настолько устала, что не стала мыть посуду. Хотя поздно к вечеру приехала, ну не к вечеру, а поздно к ночью, даже в 11-12 часу приехала Мадина. Но я ей тоже сказала, она тоже уставшая на этой неделе. Я говорю, просто собери посуду, еду всю поставь в холодильник, посуду собери всю, завтра утром, по-моему. Но она все равно начала мыть, но заплакал малыш, и она тоже легла. Я сейчас утром, пока еще все спят, вышла, помыла всю, перемыла всю посуду. Ну, обычную, которую всегда пользуюсь, поставила туда в шкаф. Это, которой я не пользуюсь каждый день. Она тоже уже и перемыта, и перетерта. Просто подключила, чтобы закончить свой ролик в действительности. Дело в том, что вчера снимать я ничего не успела, не смогла, потому что я одна. Ни одна из девочек прийти не смогли мне помочь. Ну, у Танзилы свои заказы, у Мадины тоже, как я сказала, надо было помогать у свекра со своей сосношницы, как это правильно, я не знаю, сношенница, сосношница. И поэтому девочки, и как назло, мальчики мои тоже уехали по своим делам и задержались. И помогать мне было некому. А у нас так получается, что у меня эта кухня, ну, где-то шагов 25 до дома мне надо прошагать туда-обратно, это 50 метров, туда-обратно бегать и все это туда заносить, потому что, ну, сюда бы на стол накрыть, если бы я накрыла здесь в кухне, то у меня бы не было уже места как-то для подготовительных процессов, чего-то этого, и поэтому я решила накрыть там. Хоть и немного людей ко мне пришли, просто 3 заловки и племянник. Честно, я думала, их будет больше. Я думала, они обе заловки мои приедут со своими семьями. Но они почему-то приехали только одни. Вот. И Ибрагим, и как раз перед прям разговлением приехали и мальчики. И я Ибрагима попросила, я говорю, ты поснимай немножко и за столом, и стол сними, чтобы это самое. И заловок моих тоже поснимай за столом. Он взял и просто стол снял и сфотографировал моих заловок. Даже видеосъемку не сделал, оказывается. А я не посмотрела в спешке, потому что стол-то я накрыла. Я так хотела, знаете, чтобы все было в горячем виде. Это, конечно, немножко сложновато в один момент, чтобы все было горячее. И поэтому все бегом. Ну и вот как-то так, короче говоря. То, что я приготовила, вы видели. Правда, я озвучку еще не делала, но то, что он снимал стол, я сделаю озвучку, поэтому сейчас ничего об этом не буду говорить. Меня, конечно, мои заловки очень поругали, почему так много приготовила. Хотя всего было немного, по идее. Было всего понемножку, но хотелось сделать немножко разнообразия. Вот как-то так. Очень хорошо посидели, отдохнули, поговорили, пообщались и разъехались. Они уехали. Вот так вот. Хоть и была усталость, но она была приятной. Я по-любому люблю и гостей встречать. Так, и муха у нас ожила. Все, на улице тепло, у нас жарко даже, а не тепло. И уже, вот видите, выбежала. Одна муха уже живая. Когда хозяйство без мух просто, это уже не вариант. Ну, надо будет уже вешать на дверь сеточку. Или тюль какой-нибудь повесить, чтобы они не заходили. Вот так вот. Ну, на этом я свой сегодняшний ролик тоже закончу. Вчера Ибрагим забыл мой телефон у себя в кармане. Ушел на таравих намаз. И вчера мы остались с вами без ролика. Поэтому этот ролик, ну, то, что мы сегодня снимали, выйдет только уже через день. Даже, может быть, через 2. Объясню вам. Потому что у меня сейчас... По-моему, то ли 2, то ли 3 даже роликов уже снятых, которых нужно
отправлять. Может быть, если чтобы как-то было более актуально, может быть, даже 2 ролика в день придется выпускать. Потому что действительно, я и в том ролике, в одном ролике тоже это говорю, и сейчас скажу, что ну, некоторые девочки просят, чтобы снять для них какие-то рецепты, которые они могли бы именно к празднику сделать. Поэтому если их поближе, даже если я даже выпущу их, то они будут уже не актуальны, и они не успеют. Хотя этих роликов, этих блюд, все, что готовится, огромная уйма без меня. Ну, все-таки, раз попросили, то я хочу это тоже снять. Вот так вот. Ну все, мои дорогие, всех благ вам, мира и благоденствия. Мяш дахал шевыздял, мах дахал